Привет, друзья! С вами Людмила, Лиза и Никита. Мы находимся в здании железнодорожного вокзала города Бишкека. Совсем скоро мы отправимся все вместе в путешествие на поезде. сегодня мы хотим вам показать внутреннее убранство вокзала. Строительство станции началось в мае 1936 года, и торжественное открытие состоялось 1 мая 1938. В центральном зале очень красивый потолок. Большую часть времени здесь тишь да гладь. Мы на вокзале. Примерно через час наш поезд должен отправиться из Бишкека в Самару. И вот где-то вот там наш паровоз, пока не ясно, где состав. Красивая дымка. Так поздно мы никогда еще с вокзала не уезжали. Вот там вижу какое-то движение.
утро, друзья. Мы едем по Казахстану. Ночью было 2 таможни. Мне удалось поспать 4 часа. Скоро будет станция Тюлькубас. Я хочу показать вам наш вагон и виды за окном. Это здорово, когда у тебя подушка из дома мягенькая, удобная, одеялка, простыночка. Ну что ж, давайте покажу вам наш плацкарт. Начнем наш рум-тур. Минут 10, да? Хорошо, хорошо. Сейчас будет остановка Тюлькубас. Подъезжаем. Ну, следующий вагон такой же плацкарт. Народу мало едет, да, нас всего 6 человек в нашем вагоне. Сейчас будем завтракать. Наш завтрак — это булочки с маком, маринованные огурчики. Здесь морковка, перец и укроп, самсы, ну и, конечно же, чашечка чая. Это обязательно. Да, так что приятного аппетита. Спасибо. Давайте приступать к еде. Лизка, готова уроки делать. У нее тетрадки есть, а я для Никиты прописи взяла. Достанем прописи и будем делать, да. У меня тетрадки. А зато у меня есть целых 3. Да. Местное время 11:33. Станция Шымкент. Очень красивая роспись на водонапорной башне. А другие с чемоданами, они сидят на скамейке, один уходит и полиция. Там, так. Оба полиция сказали. Лизочка, ну давай сядем математику поделаем. Ты не Лиза Кот, ты Лиза Лень. У тебя будет новая фамилия, Лиза Лень. Я тебе сейчас задачку напишу, будем делать, ладно? Поняла, как решать? Хорошо, давай. До обеда еще далеко. Спать перехотелось. Дети играют. Чем заняться в это время в поезде? Ну, правильно. Конечно, пойти погулять. А куда? В купе. Здесь вот есть лампочки, можно их включить. Класс, такая сразу атмосфера. О, здорово как. Нелегок труд проводника. Уголь закидывается в печь и топится весь вагон по кругу. Ребята готовят барашка.
уголь набирает. Сейчас понесем туда. Тепличка. Наш обед. Овощи, хлеб. Сейчас заварю горячий чай. И, как вы поняли, мы уже далеко не одни едем в нашем плацкарте. Сообщением Бишкек-Самара. Сейчас ругаться будет. За мной, что ли? Полиция. Приехали на станцию Шевили. 18 часов 28 минут местное время. Стоянка поезда 15 минут. Вот решили прогуляться. Да-да-да, сейчас я их заберу. Никита, обратно вернись, пожалуйста. Сейчас поезд поедет. Соседний чего? Вагон? Вагон, да. Зачем? Садись, обсудим с тобой. Здесь дверь не открывается. А значит занят там. Нет, почему? Да, я до этого просто час назад даже открывала. А, так станция же сейчас была, поэтому там закрыто, надо подождать. Нет. Мы сейчас отъедем немножко и будет открыто. Пойдет проводник, откроет. Садись, мы с тобой обсудим наш план. Смотри, значит, у нас остановка будет в 19:55, да? Мы будем там стоять 20 минут. Здесь время указано в этом расписании другое. То есть мы приедем на самом деле в 20:55. Ну, это уже, да. Я предлагаю через 15 минут 10 покушать, сесть, да, поужинать, потом пойти помыться, а потом выйти погулять на этой станции 20 минут и лечь спать потом. Идеальный план, на мой взгляд. Я просто хочу уже, это, такой день, типа, что хочется вечером посмотреть всяких мультиков. Ты можешь не в камеру смотреть, а на меня. Там всяких мультиков просто хочется посмотреть. Так вы сейчас будете кушать и сядьте мультик смотреть заодно. Хорошо? Ладно. После этого помоетесь и пойдете спокойно погулять, когда мы будем стоять. Да, целых 20 минут будем стоять. Кызыл-Орда. Местное время 20 часов 55 минут. У нас стоянка 20 минут. Мы вышли на прогулку. Я думаю, что успеем дойти до головы состава и обратно. Блин, какой он большой. Очень вагонов много. Угу. В товарном поезде вообще 63 вагона. Мама!
будем, да? Мы почти все съели. Вкусненькое самое. Ну, немножко еще осталось. Сегодня на станции какой-нибудь выйдем, хлебушек купим. Скорее всего, в Октобе выйдем. Такая вот у нас тут 4-комнатная квартира. А смотрите еще какая. Станция Кандагаш. Местное время. Сколько времени сейчас, не подскажете? У меня неправильно часы показывают. 13:22. А сейчас, наверное, уже... А, все правильно, да. 13:22, да. Вон сидят Лиза и Никита, да. Какой Д номер Б я не поняла вообще. Мы брали с собой 2 сумки еды. И сегодня у нас получается 3-й сутки нашего путешествия идут. И все, что осталось, это пряники, консервированные помидоры, перец, кока-кола, чипсы, 2 банки кукурузы. Это лапша, еще чуть-чуть пряников, водичка. Только что мы... А, ну вот тут еще 3 яблока осталось. А был целый мешок фруктов. В общем, почти все слопали. Пойдемте в магазин сходить. Это цены указаны в тенге. Водичка. Так. Это нам не надо. Давай покажем, что мы купили. Дай сюда пакет, пожалуйста. Минеральная вода. Держи пакет, подержи пакет, пожалуйста. Подержи пакет. Давай посмотрим, что у нас тут получилось. Держи. Вот у нас получилось печенье, лепешка и вода. 183 рубля. Нормальная цена для вокзала, Лиза. Ладно. Вот трактор стоит. Как видите. Мы поехали, и тележки поехали, да? Одновременно. Нормально, классно вообще.
того, чтобы протопить весь вагон, потребуется примерно 4 таких ящика, а если морозы, то все 6. Мама, сейчас с водичкой сделай вот эту лапшу. С водичкой. Хорошо. Мне папа Час до таможни нам казахской, потом российская, и завтра рано утром мы будем в Самаре. Сейчас готовимся обедать. будет с вами. Это моя любимая времечко. Несется ее хвост. Я видел. Вот так вот влияет очень сильно. Опять ты что ее гладишь? Никита собаку гладит, она просто походу у нее гладит. Что ее гладишь? Нельзя если вот так вот собака. Местное время 8 часов. Мы приехали в Илецк. Пока российская таможня не торопится. Доброе утро. Еще одна бессонная ночь мне в копилку. Местное время 5 утра. Мы подъезжаем к Самаре, будем через час в городе. С квартирой облом. Я хотела арендовать квартиру на несколько часов, чтобы помыться, постираться и хотя бы час или два поспать. Но не получилось, к сожалению. Поэтому мы пойдем на вокзал. В общем, после того, как мы примем душ, немного передохнем, мы идем в банк. Нам надо будет там забрать кое-какие документы. А потом в магазин, в аптеку и снова на этот же поезд. И уже в 17 часов мы поедем обратно в Бишкек. Ну что, Алиса, одевай рюкзачок, выходим через 2 минуты 3. Вот твой рюкзак стоит, бери. Да, сейчас одеваю. Минус 17 в Самаре. Да, это будет, я даже перчатки уже одеваю. Что, я замерзла, так кажется. Держи, держи рюкзачок свой. Никита, ты свой рюкзачок одеваешь, да. Ты свой, и еще, Лиза, берешь пакет с вещами. Да. Давай помогу тебе, давай. Вот так, отлично. А ты, Никита, берешь пакет с подушкой, а я все остальное. У меня останется только одна сумка и рюкзак черный. И на выход. Выходи, сынок, все, мы приехали. Давай. Выходи, выходи. Мы идем на вокзал. Сейчас посмотрим, что это за гостиница.
Такие привидения в 6 утра в Самаре. Народу почти никого. Непривычно такая пустота на улицах города.